Дорогие земляки, нюрбинцы, приветствую вас в преддверии Нового года. Он уже сейчас обещает стать особенным, ярким, продуктивным. Лидер страны, президент Владимир Владимирович Путин, объявил наступающий 2022 год годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев объявил его годом матери. Трудно переоценить актуальность и важность этих направлений, на которые будет сделан акцент в ближайшие 12 месяцев. Хочу напомнить, что уходящий 2021 и предыдущие 2020 года были объявлены в нашем районе годами образования. Это говорит не только о нашем пристальном внимании к будущности своих детей и внуков, но было продиктовано и суровой необходимостью. Пандемия, самые кардинальные изменения она внесла в трудовой и образовательной системах. Но каким тяжелым ни был этот удар, мы не смогли оставить незавершенными планы 2020 года. Вот потому год образования превратился в двухлетку. Хочу особо отметить грозную опасность ковида. Красной линией подчеркнула мудрость нашего решения о проведении высокоскоростного интернета во все наслега района. Невозможно представить, насколько сложнее нам пришлось бы без этого решения, опередившего свое время. И сейчас можем с гордостью сказать, мы достойно приняли вызов всемирной болезни, смогли выработать целый комплекс оперативных мер и срочно адаптироваться абсолютно новым условиям работы и учебы. Несмотря на потери и сложности, жизнь продолжается. Об этом говорит и то, что 2022 год в Нюрбинском районе мы объявили годом народных инициатив. Как известно, вся история развития нашей цивилизации обусловлена полетом творческой и научной мысли гениев и особо одаренных людей. А народная мудрость, идеи, инициативы широких масс – это та почва, из которой они вырастают. Год народных инициатив нами подготовлен целый комплекс программ и мероприятий, охватывающих все сферы жизни. Действующая стратегия социально-экономического развития Нюрбинского района на период до 2032 года на уровне республики признана одной из наиболее эффективных и успешных. Также напомню, что недавно Нюрбинский район утвержден в качестве хозяина спортивных игр народов Якутии до 2027 года. Это наше общее достижение, которое даст еще мощный толчок для развития всего нашего района. Дорогие друзья, хотя нас называют жителями Алмазной провинции, мы прежде всего сельчане. А главными качествами сельчан всегда были трудолюбие, мужество, мастеровитость, смекалка, честное и доброжелательное отношение к окружающим. Сейчас я хочу обратить внимание на еще одно наше свойство – на сплоченность. Жизнь так устроена, что всегда подбрасывает новые испытания. В прошлое лето к ковиду добавились огромные лесные пожары, охватившие всю Якутию и не обошедшие стороной наш район. Вот так последние годы наглядно показали, что преодолеть новый вызов всему человечеству может помочь только сплоченность. Приступая к 2022 году, мы обозначили новые цели и задачи с важным ориентиром на 2027 год. В нашей многолетней перспективе цели и задачи ясны. Нам остается только, засучив рукава, оптимистично, дружно взяться за работу во имя своих детей и внуков, во имя будущего, ведь наш район – одна большая семья. И сегодня руководство района, командой на всех уровнях объявляем о готовности довести до конца весь объем намеченных работ. Призывая к единству, хочу озвучить одно из самых важных решений в своей жизни. Я принял решение баллотироваться на пост главы Нюрбинского района на второй срок. Я озвучиваю это решение сейчас, заранее, чтобы подчеркнуть свою открытость и готовность довести до конца весь объем намеченных работ. И пусть мое сегодняшнее поздравление останется для вас зароком честности намерений, верности вам и выбранному трудовому пути. Поэтому призываю вас и дальше продолжить всем вместе работать во имя развития нашего района. Дорогие мои нюрбинцы, от всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья, любви и успехов во всех начинаниях. Желаю счастья, процветания,
вам и вашим близким. С Новым годом, с новым счастьем!